Конечно, визит в Башкортостан президента Российской Федерации Владимира Путина перевернул весь привычный уклад жизни Абзелиловского района, как и полагается к визиту столь высокопоставленного гостя. Кроме основной цели открыть завод по производству сухих строительных смесей «Цемикс», руководитель государства нашел время и для общения с жителями, и для обстоятельной беседы с главой Башкортостана Радием Хабировым. Обо всем по порядку. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Пожалуйста, садитесь. Очень рад был быть сегодня вместе с вами и поздравить с успешной реализацией крупного инвестиционного проекта. Вот в эксплуатацию этого предприятия, созданного одним из мировых признанных лидеров, вашим австрийским партнером, является хорошим примером тесного инвестиционного сотрудничества между Россией и Австрийской Республикой. Хотел бы поблагодарить строителей, инженеров, технологов, всех, абсолютно всех, кто принимал участие в создании завода. Уверен, что выпускаемая здесь продукция будет высоко востребована в отечественном строительном комплексе, который эффективно и динамично развивается. Вы знаете, что у нас очень большие планы стройки и в жилищном строительстве, и в дорожном строительстве, и в промышленном строительстве. Безусловно, этот материал, один из ключевых материалов, обеспечивающий строительный комплекс, будет востребован. Более того, позволит полностью закрыть текущие потребности нашей страны в таком важном материале. Мне сейчас о нем подробно рассказывали коллеги, как белый цемент. Важно, что на заводе применены передовые технологии, решения, лучшие мировые практики. И при этом производственный процесс предполагает соблюдение самых высоких природоохранных стандартов, соответствующих самым жестким экологическим требованиям. Высоко ценим такую прагматичную позицию предпринимателей из Австрии. Эта страна – один из наших ключевых партнеров в Европе, к этому мы так и относимся, что подтверждает и участие ее представителей, причем это было самое широкое представительство в Петербургском экономическом форуме и выступление на его пленарном заседании федерального канцлера Австрийской Республики господина Себастьяна Курца. Мы и впредь будем всемирно поддерживать увеличение взаимных инвестиционных потоков, снимать всяческие барьеры для капиталовложений. И, безусловно, это будет открывать дополнительные возможности для создания новых рабочих мест и современных производств. Позволит быстрее восстанавливать деловые связи, преодолеть негативные последствия в постпандемийный период. 8 августа в России будет отмечаться День строителя. Хотел бы поздравить с этим профессиональным праздником участников возведения нового завода, а также всех российских строителей, инженеров, архитекторов, изыскателей, проектировщиков, представителей других строительных профессий. Дорогие друзья, ваш труд по праву пользуется особым уважением и почетом в обществе. Благодаря вашим знаниям, богатому опыту, современным компетенциям, высочайшей ответственности буквально преображается облик наших городов, да и всей нашей страны. Идет успешная реализация масштабных программ по развитию промышленности, транспорта, транспортной связанности наших территорий и так далее. Успехов вам и производственных, и личных. Благодарю вас за внимание и желаю всего самого доброго. Спасибо. Всего хорошего. Дамы и господа, слово предоставляется учредителю компании «Лассельсбергер» господину Йозефу Лассельсбергеру. Уважаемый господин президент Российской Федерации Владимир Путин, для меня большая честь приветствовать вас у нас. Sehr geehrte Damen und Herren. Уважаемые дамы и господа, сегодня я обращаюсь к вам, будучи преисполненным чувством гордости и благодарности. Ведь мы, группа компании «Лассельсбергер», отмечаем особую веху на нашем пути на российском рынке, на пути успеха, по которому мы идем в России уже на протяжении более 20 лет. Это один из самых современных заводов в мире, с прекрасными лабораторными технологиями, гарантирующими высочайший
высокие стандарты качества. За прошедшие годы нам удалось не только создать фантастический завод, но и стать свидетелями впечатляющего развития Республики Башкортостан. Экономический подъем здесь ощущается на каждом шагу. Я особенно рад тому, что наше предприятие может вносить в это свой вклад. Но не только для региона велико значение этого нового завода, создающего много рабочих мест. Производимый здесь белый цемент играет важную роль и в обеспечении независимости российской промышленности. Ведь сегодня 70% этого цемента импортируется. Благодаря нашему новому заводу вся цепочка создания стоимости будет отныне находиться в России, а в импорте Россия больше не будет нуждаться. А в этой связи я бы хотел особо отметить наше взаимодействие с местными властями и региональными правительствами. Ведь оно проходит на высочайшем уровне. Большое значение для нас имеют и все остальные жители региона. Группа компаний «Лассельсбергер» создала много рабочих мест. У нас трудятся талантливые люди из самых разных уголков страны. И мы постоянно предлагаем нашим сотрудникам разнообразные возможности для повышения квалификации. Наш взгляд уже устремлен в будущее. Ведь невзирая на все санкции, Россия остается для нас очень привлекательным рынком. Поэтому мы уже планируем не только расширение открывающегося сегодня завода, но и расширение других заводов нашей группы, равно как и открытие новых производств в таких городах, как Оренбург и Челябинск, а также в Московской области и в регионе Сибай в Башкортостане. Сегодня у нас уже более 1300 сотрудников, и я обещаю вам последовательно реализовывать наш амбициозный курс на развитие в России. Позвольте еще раз поблагодарить президента Башкортостана, премьер-министра и его исполняющего обязанности за то, что они сделали все это возможным. Я благодарю вас и надеюсь, что в ближайшем времени, вероятно, с вашим участием, за которое я очень признателен, мы будем открывать уже новые филиалы. А сейчас, господин президент, я прошу вас открыть производство. Большое спасибо. Уважаемые участники и гости, завод «Цемикс» в Абзелиловском районе Республики Башкортостан запущен в работу. На этом церемония открытия завода завершена. Я вас поздравляю еще раз уже, скажем, в таком более узком составе. Это хорошее событие и приятное, и очень полезное для республики, для всех, кто здесь работает, будет работать, для экономики нашей, ну и для, конечно, строительной отрасли. Хорошая работа. Я вас поздравляю со стартом. Ну, я без всяких вступительных слов хотел бы начать нашу встречу. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, еще раз добрый день. Меня зовут Тарыбаев Самат Элимысович, генеральный директор компании «Цемикс». Рядом со мной присутствуют рабочие, инженерный состав и также строители, которые участвовали в строительстве этого завода. Мы действительно очень признательны вам за то, что вы могли выделить время для нас, пообщаться лицом к лицу. Это для нас большая честь. Все мы понимаем, что такая возможность может для многих из нас это бывает раз в жизни. Для меня тоже. Я тоже первый раз с вами встречаюсь. Владимир Владимирович, для меня, как для директора завода, меня интересует самый главный, конечно, первый вопрос. Какие у вас впечатления сложились от того, что вы увидели за эту экскурсию короткую? Да, там, появились ли какие-то положительные или, возможно, отрицательные эмоции? Садитесь, пожалуйста. Ну, какие же могут быть отрицательные, не только положительные. Что касается самого проекта, я уже начал говорить, собственно, с ваших слов. Вы же мне и рассказывали только что об этом. У нас очень большие планы в сфере строительства. Вы знаете, да, мы выходим на 80-85 миллионов квадратных метров. Мы должны выйти за 100.
промышленное строительство, дорожное строительство, специальное строительство. И везде нужен материал подобного рода. Он, мало того, что он современный, высокопрочный, эффективный, экологичный, он еще, вот как партнер ваш говорил, не только сам ничего не выделяет, еще и СО2 поглощает даже. Будет составлять конкуренцию нашим лесам в этом смысле. Поэтому предприятие замечательное, первое. Второе, надо поблагодарить руководителя республики за то, что он создал хорошие условия. Потому что вот я сейчас разговаривал с австрийским партнером, он явно заинтересован и рассказывал, ну, вы сами об этом знаете, рассказывал о планах, а их 4 этапа. И общий объем инвестиций очень такой приличный получается за $1 миллиард евро. Первый вот завод, потом вторая очередь, третья, и даже думают еще об отдельном проекте, можно сказать, назвать его 4-м. То есть это большая, серьезная программа. Откуда она возникает? Из доверия. Прежде всего, конечно, к тем людям, которые создают условия. В данном случае это руководство республики. Надеюсь, что и менеджмент несет свой вклад, и рабочий, инженерный состав. Из этого, из всего складывается успех. А без успешной работы не может быть хороших перспектив. Они здесь есть. Так что я вас поздравляю с этим. Пожалуйста. Добрый вечер. Залия Сергальна, заместитель генерального директора. Вы, наверное, слышали, что в этом году в Уфе пройдет финал национального чемпионата WorldSkills. Хочется узнать, приедете ли вы к нам, и хочется узнать лично ваше мнение касательно важности рабочих профессий сегодня. Спасибо. Ну, что же говорить. У нас еще давно это повелось. Все время говорили о том, что рабочий класс у нас ведущая сила политическая. На самом деле это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется. И уже современный рабочий, он практически не может эффективно функционировать без инженерных навыков. Ведь сегодня рабочие работают и в сфере искусственного интеллекта, и больших данных, и работают с беспилотной техникой. И, безусловно, вот это движение, к которому мы присоединились, и не так давно, WorldSkills, оно стало хорошим толчком в развитии чрезвычайно важной сферы подготовки рабочих кадров. И это тем более важно, повторяю, что в современном мире успех всей экономики зависит от хорошо подготовленных и образованных людей на каждом уровне производства. Мне кажется, что благодаря в том числе и этому движению не только востребованность, но и уважение к рабочим профессиям значительно выросло. Ведь смотрите, сейчас 60% примерно выпускников школ хотят получить рабочие специальности в техникумах и колледжах. 60%. И это уже о многом говорит. Это очень важно. Очень рассчитываю на то, что и то мероприятие, которое у вас запланировано, пройдет на самом высоком уровне. Башкортостан может готовить такое мероприятие и проводить. Кстати говоря, по количеству участников и по количество компетенций, которые будут представлены в ходе этого соревнования общенационального, башкирское мероприятие будет выше даже, чем мировое первенство, которое недавно проводилось в Казани. Я не знаю, смогу я приехать или нет, но я всегда отношусь к этому, честно говоря, с большим интересом. Поэтому, если удастся, конечно, постараюсь. Спасибо большое. Пожалуйста. Добрый вечер. В нашем Абзелиловском районе активно ведутся строительство индивидуальных жилых домов. Но на сегодняшний день более 2000 домов остаются негазифицированными. Ну, это, например, деревня Даутово. Это целый микрорайон, около, то есть 360 домов. И вот хотелось бы узнать, когда ваше поручение вступит в силу?
Оно уже вступило в силу, и более того, вся работа должна быть завершена не позднее конца 2022 года. Вопрос только в чем? В том, что речь идет о тех населенных пунктах, где есть, ну, по-народному, по-простому сказать, труба, где проходит рядом. Вот от этой трубы до участка, до домовладения газ должен быть подведен бесплатно. Вся работа внутри участка, это, разумеется, за счет собственника. Но и здесь правительство сейчас подготовило, уже приняло решение, по-моему, для того, чтобы минимизировать расходы. Здесь цены, к сожалению, тоже сразу подскочили и на оборудование, и на прокладку внутри домохозяйства. Подготовила типовые условия для реализации работы и внутри домовладения. Поэтому я очень рассчитываю на то, что первая часть бесплатна, а вторая все-таки с минимизацией и со сдерживанием цен на реализацию проекта внутри домохозяйства все-таки будет существенным подспорьем для людей, для того, чтобы осуществить эту газификацию. Повторяю, но речь идет только о тех территориях, где есть вот газовая труба. Все остальное будет делаться в рамках региональных планов газификации. До конца 2022 года работа должна быть закончена. Выбран уже федеральный оператор, это «Газпром». Но, к сожалению, пока, ну, не к сожалению, просто коллеги еще не успели, не везде есть определенные региональные операторы. Уверен, что это будет сделано в самое ближайшее время. Не знаю, Ради, у вас региональный оператор выбран? Так точно, Владимир. Мы уже создали региональный штаб, потому что идея такая. Вот это называется догазификация. Значит, мы понимаем деньги, какие нужны, мы понимаем источник. Мы с нашими коллегами, с нашим Межрегионгазом уже проговорили. Поэтому Межрегионгаз занимается этой проблематикой. Поэтому мы уже, в принципе, определили поэтапно, где мы будем доводить эту трубу до домовладения. Поэтому здесь, ну, немножко потерпеть, все уже решения приняты. А вот тот населенный пункт, о котором коллега сказала, это где он находится? Там есть труба? Тут есть, тут довольно высокий уровень, тут есть, и мы доведем до них. Я отдельно сделаю. Я специально его поднял, чтобы он вслух это сказал. Теперь не отвертится, теперь сделай. Сделаю, Владимир. Спасибо. Пожалуйста. Добрый вечер. Ирина Жигалева, руководитель проектов. Владимир Владимирович, вы наверняка знаете, слышали, что Башкирия, помимо своих богатых минеральных ресурсов и природных, славится своим медом. Башкирский... Слышал. И не только слышал, но и пробовал. Отлично. Очень вкусно. Башкирия на втором месте по объемам производства меда в стране. На первом месте Приморский край. Но разница небольшая. Готовы ли вы на государственном уровне поддерживать наш бренд «Башкирский мед», продвигать его не только в рамках страны, но и на международном уровне? А чем мы сейчас с вами занимаемся? Я сейчас публично на камеру говорю, что это прекрасный продукт, всем рекомендую. Я сам пробовал, очень доволен. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте, я Гудина Азаля Шавкатовна, главный инженер. Уважаемый Владимир Владимирович, в нашей республике 40% населения – это жители сельской местности. Например, у нас есть программа «Земский доктор», «Сельский тренер». Им предоставляются выплаты при трудоустройстве в сельской местности. Владимир Владимирович, будет ли федеральная поддержка, либо программа по данному вопросу? И как можно улучшить состояние сельской жизни? Во-первых, вы сами же назвали эти программы. Они функционируют, продолжаются и будут продолжаться дальше. Одна из важнейших составляющих – это жилье для специалистов разных профилей. Это касается и педагогических кадров, это касается врачей, вообще медицинских работников. Жилье очень важная вещь. Но что касается федерации, то здесь федерация тоже плечо подставляет. Есть программа о поддержке социального развития села. Поддержка социального развития села. Вот. Ну, в целом поддержка села, производство, там она очень серьезная, за 300 миллиардов далеко уходит, ежегодно практически. И в этом году надо выше, чем в прошлом году. Но есть отдельные направления. Ну, например, поддержка сельских школ.
клубов. В рамках национальной программы «Культура» выделено отдельные направления по строительству и капитальному ремонту сельских клубов. Причем, кстати говоря, Башкортостан, по-моему, здесь сформулировал свои потребности, и заявка Башкортостана, по-моему, за 300 миллионов рублей, да? Вот. Так что в Башкирии, на селе, вот эта работа точно совершенно будет продолжаться. То же самое касается, скажем, и школ. Это отдельная тема, отдельное направление. Отдельная программа сейчас правительством создается по капитальному ремонту и строительству новых школ. Где-то в этом году я просил увеличить количество капитально отремонтированных школ. У нас, к сожалению, 10% нуждаются в школах в капитальном ремонте, и даже есть, к сожалению, есть и те, которые находятся в аварийном состоянии. Вот это все будет приводиться в порядок. И не в последнюю очередь это касается и сельских школ. То же самое касается и библиотек. Ну вот, Ради, скажешь сейчас по поводу вашей заявки, там 350 миллионов, по-моему. Владимир Владимирович, мы очень большую заявку подали уже, 335 школ на капремонт. И у нас определенные преимущества, потому что у нас есть проекты. То есть вот мы сейчас уже с Министерством просвещения работаем. Программа очень востребованная, потому что у нас в республике 1304 школы, Владимир Владимирович. Очень много, конечно, маленьких таких сельских школ, которые построены в 50-е, 60-е годы. И это очень-очень современная программа, и вот очень справедливо говорят об этом. Да, и эту программу мы должны завершить в течение 5 лет. Добрый вечер. Зулкарнаева Нафиса Азаматовна, инженер ПТО. Это событие, оно очень важно для нас и памятно, и поэтому прошу вас сделать с нами совместное фото. С вами или со всеми? Со всеми. Хорошо. С удовольствием. С удовольствием. Спасибо. Спасибо вам большое. Давайте куда нам перейти? Пожалуйста. Давайте начнем. Добрый день еще раз. Разрешите, Владимир Владимирович? Вот хотел один вопрос поднять. Это климатическая повестка и карбоновые полигоны. Вот Республика Башкортостан обладает уникальными, которых, может быть, даже нет. Помимо того, что территория, то есть есть возможность для карбоновых полигонов и леса, и, соответственно, сельхозугодия определенные, которые мы можем предоставить. Наука, которая серьезно продвинулась. Но самое главное, вот что такое карбоновый полигон? Ведь это речь идет о том, чтобы пока установить датчики и понять углеводородный баланс, так называемый. Мы пошли уже дальше. У нас есть предприятия, которые совместно с «Газпромом», и «Газпром» это уже подтверждает, уже пошли по пути не только фиксации углеродного следа, так называемого, а уже по утилизации его и по нейтрализации. Ну, в частности, простейшая схема, это с Оренбургским газоперерабатывающим заводом наши предприятия работают. Это закачка того же углеводорода, соответственно, в пласты, где ранее добывалась нефть. Это запатентованные уже программы, и учитывая научную определенную школу, что я хотел просить. Первое, мы уже подготовили заявку и подали заявку нашу, приняли и сказали довольно высокого качества. Это по созданию карбонового полигона. Это первый шаг. Вот здесь это ровно тот случай, когда мы хотели просить не денег, а скорее удочку. Сахалин является федеральным экспериментом как раз по карбоновым полигонам. Да. И там речь идет об особом регулировании. Учитывая вот эти обстоятельства, Владимир Владимирович, вот смею утверждать, что по технологиям мы уже продвинулись дальше. У нас реальные технологии, подчеркиваю, которые запатентованы есть. Хотели попросить экспериментальный режим, да, хотели просить этот режим на нас, и мы готовы. У меня письмо есть, Владимир Ильич, я подготовил. Я хотел еще поблагодарить по НОЦу. Помните, вот год назад, когда я у вас был, и я просил поддержать в получении статуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, мы получили его. Мы уже работаем. Вот за этот небольшой уже промежуток времени, в рамках вот контура НОЦ, мы уже получили на нашу науку и образование, мы получили уже порядка 900 миллионов рублей. Мы пошли по пути тяжелому. Мы решили объединить два вуза. Непростая была история, но педагогические коллективы, ученые советы поддержали. И мы сейчас идем по пути большого вуза. Что хотел бы просить?
Безусловно, мы стремимся, ведь в свое время, я докладывал вам, мы не получили, не участвовали в программе федерального университета, у нас нет национально-исследовательских университетов. Хотели, конечно, участвовать в программе 2030, потому что вот с нашим большим университетом заявку мы довольно качественную сделали и, на мой взгляд, имеем все перспективы, чтобы войти в эту программу на получение уже основного гранта. Основной грант там до миллиарда, мы готовы финансировать 30%, то есть мы тоже считаем наши деньги. Плюс, и тогда же я обращался с просьбой по кампусу. Мы долго выбирали, где будет кампус наш студенческий. Мы прямо в центре Уфы, практически рядом, где вот находятся 3 наших вуза, мы нашли 17 гектаров земли, нашли свои деньги, уже порядка 275 миллионов рублей, которые мы, соответственно, решили отправить на проектирование этого кампуса. То есть мы кампус уже начали проектировать. Сейчас идет конкурс на получение, соответственно, федерального финансирования на строительство кампусов. Это порядка, 5 субъектов могут получить. На данный момент 4 уже определились. Хотел просить вашей поддержки, чтобы мы тоже получили. Потому что в свое время вот мы... Все есть? Они все есть. Я бы хотел обратить внимание на 2 вопроса. Во-первых, сброс неочищенных вод и качество воды. Это такой серьезный вопрос. То, что вы говорите, это очень важно, нужно. Мы сейчас об этом поговорим поподробнее. И я соответствующие поручения даже сформулирую. Но вот это тоже вопрос чрезвычайно важный. И потом у вас до сих пор не решена проблема этих обманутых дольщиков. 100 с лишним домов, по-моему, да? 125 домов. 125. Большая. Какие? Мы вот с самого начала работы, это очень тяжелое наследие на самом деле. И прямо у нас в центре дома, в центре Уфы, которые вполне стоят, остовы домов, которые... Там очень много было и уголовных моментов. Мы совместно с прокуратурой эту часть решаем. Что сейчас важно? Мы решали, конечно, своими средствами. То есть компенсационные участки давали, прорабатывали всевозможные экономические схемы. Мы порядка 30 домов таким образом решили. Сейчас самое главное, конечно, это поддержка дома, поддержка фонда решения проблем дольщиков. Мы здесь заявки все отработали. Есть. Мы уже зарезервировали, мы уже порядка 7 миллиардов зарезервировали. Эта работа идет. Мы сейчас практически каждый месяц эту цифру 125 уменьшаем. Вообще в наших планах, поскольку, подчеркиваю, мы неплохо заявки все подали и все отработали с Домом РФ, я полагаю, что к 2024 году мы эту проблему решим. Хотя это, подчеркиваю, очень большая, тяжелая проблема, основное это в Уфе, но к этому моменту мы решим. Хорошо. Добрый вечер уже. Добрый вечер, да. Как чувство после встречи с президентом? Ну, знаете, я, во-первых, все-таки, когда встречаешься с президентом великой державы, это уже само по себе. Когда встречаешься с Владимиром Владимировичем Путиным, это еще одно. Третье, когда ты сам лично его глубоко уважаешь, и просто, это, конечно, особое событие, это особый день, и ведь главная задача какая была рассказать президенту, что республика развивается, что мы являемся опорным регионом для нашей страны, что мы опорный регион для всех решений и вектора развития, который указывает нам президент. Поэтому вот мне кажется, вот это сегодня удалось, и президент довольно позитивно оценил наши тенденции развития, то, чем мы занимаемся, какие у нас успехи. Он обратил внимание на 2 проблемных вопроса. Я ему тоже об этом доложил. Это обманутые дольщики. Вы знаете, это тяжелейшее наследие, которое у нас есть. Это загрязнение рек. Это прежде всего сода. Я доложил о том, что у нас уже формируется программа по, соответственно, восстановлению экологического ущерба, который сода причинила. Это белые моря, это сброс в белую. Поэтому президент довольно глубоко об этом в курсе, знает. И я доложил, что будет экологическая программа, что мы сейчас завершаем все корпоративные процедуры, связанные с содой. И, как говорится, вперед, Алга. Вперед, Алга, спасибо. Здравствуйте. Пожалуйста. Коллеги готовы? Фредович, а когда общались с президентом, был ком в горле? Как вообще по-человечески? Вы сильный? И руки тряслись, и волновался, и голос заходился. Ну, все же по-разному подходят. Я не потому, что какая-то боязнь или что. Это когда уважаешь человека, и когда чувствуешь очень большую ответственность, я всегда немножко излишне волнуюсь, на мой взгляд.
Но самое главное, мне кажется, мне удалось ту задачу, доложить президенту, что мы делаем, просить его поддержки в ряде наших инфраструктурных проектов. По ним он тоже соответствующее поручение дал. Об этом скоро вы узнаете. Поэтому, конечно, это очень ответственное было дело. И, на мой взгляд, неплохо справились. Очень неплохо, я хочу сказать, со стороны было, знаете, как с уважением к ситуации, но с достоинством, с гордостью за республику. И мы гордимся вами. Мы гордимся республикой. Спасибо.